Я сегодня полночи не спал. Читал комментарии. Мне как бы и так тошно. И так тошно жить, и еще там читать. Но, в принципе, вот когда я читаю комментарии, например, да, вот на исторические темы, вообще просто какие-то темы, да, вот я вот встаю в 8 утра, в 6 утра, иду на 8-часовую пару, чтобы вот комментариев было, ну, как сказать, ну, не поменьше, а качественные комментарии были. М-м. Повышался уровень комментариев. Это интересный лайфхак, на самом деле. Такой образовательный. Всем здравствуйте. Вы на канале Buy Балалайк. Здравствуйте. Это наш подкаст. Так, для тех, кто не смотрел первый подкаст, обязательно посмотрите, потому что если вы его не смотрели, вы не поймете, о чем мы сейчас будем говорить. В общем, первый подкаст мы записывали о появлении народа Саха, и в комментариях разразилась битва. Очень много мнений, очень много всего, и круто, что люди у нас увлекаются историей в Якутии, но сегодня мы попробуем ответить на комментарии определенные. Мы выбрали какие-то самые интересные какие-то. Хотели на все ответить, но на все ответить было невозможно, поэтому, пишите. Мы будем сегодня их разбирать, посмотрим, правы ли вы были, вообще правы люди или никак. Ну, все правы, у всех... Ну, мы с вами живем в такое время, эпоха суперправды. Угу. У каждого своя правда. Ну, там же теорий было много. Ну, мы сейчас к ним вернемся. Я перед тем хочу сказать, что мы записываемся в студии подкастов ProLife. Так что, если у вас есть идея для своего подкаста, приходите сюда. Здесь вас запишут, здесь есть звук, камеры. Вы можете записаться спокойно и сделать свой выпуск. Как раз-таки, вот кто в комментариях пишет, можете создать свой подкаст и делать... Да, разбирать наши. разные, Да. Не обязательно нас. Ну, прикольно, если бы нас вы разбирали, типа, реверансы нам кидали раз. Так, что ж, мы сегодня опять с Айталом будем разговаривать. Я вообще думал, что мы другой выпуск запишем. Какой-нибудь там о колонизации мы хотели же и прочее. Но так как Там же ты говорил какие-то дикие вещи. Наберет 6000 лайков. Ага. Вот есть 6000 лайков, точно. Это нереально. Поэтому, наберутся там. Просто там же сейчас в комментариях в YouTube не показывают, сколько дизлайков у нас на видео. Я знаю только сколько. И сколько? Много? Я не буду говорить, это секрет. Ну, много, значит. Или мало? Мало? Не так много, не так мало. Баланс. Давайте так сделаем. Короче, мы начнем. Давай я начну, наверное, с комментариев. Первый комментарий, который мне, вообще понравился, не понравился, который меня зацепил, это вот про манкуртов. Ага, манкурт. Вот термин манкурт. Откуда он взялся? Ну, это... Как сказать? Чингиз Айтманов. Это его... Я сейчас не скажу произведение, но Чингиз Айтманов написал историю раб, Угу. который не помнил своей истории, своего имени. Он племя Джуан-Джуэней, по-моему, да? Вот так было. И они взяли одного парня, там бросили его в пустыню, связанным руки-ноги, плюс содрали, верблюжью кожу и натянули на голову. И вот он из-за такой пытки, он вот бросает его на несколько дней. И он там лежит, и на несколько дней он там страдает. А там было описание о том, что вот волосы врастают обратно в череп. Плюс жажда, это же пустыня, да? И человек с ума сходит, короче. Он как скот, только с руками, большими пальцами. И вот он и есть манкурт. Это манкурт. И самое удивительное, да, то, что вот мать его находит, ищет очень долгое время, и потом он по приказу убивает свою маму. То есть он не узнает, да, вот такой. То есть ему вообще не важно, кто, какое родство. Да, и, например, это есть такой... манкурт — это тюрко-монгольский термин. Да, вот у казахов есть, у кыргызов есть вот схожие слова. Я сейчас озвучивать не буду. У монголов тоже, по-моему, есть, да, и вот они связаны с тем, что вот это беспамятный человек или безумец, например, да, в таком формате. Или калека. Скорее, как калека, да. Калека. А вот тогда вот ты еще употребил термин, что ты сказал, что не называй себя манкуртом, называй себя асфальтовый якут. Кто придумал термин асфальтовый якут? Наверное, я начал использовать это слово.
первое, словосочетание, да? Вот это я хочу зафиксировать в подкасте. Вот в социальных сетях я там ругался на современных якутов, что вот типа асфальт сахара. Есть аласные хаяхахата, аласкора саха, тыкихите, да, а у городских якутов, как-то городских-то, да, и вот это, пусть будет асфальтовый саха, асфальт сахара. То есть это человек, который, мы как говорим, да, сейчас в Якутии 67% населения живет в городах. И в эти маленькие города, и, кстати, очень хорошая тема насчет асфальта. Какого качества асфальт в Якутске вообще в Якутии? Почему снег не убирает, да, вот это вот просто, да, вот я шел до сюда, да, вот чуть не так. Так, ладно, мы сегодня говорим про асфальтовый саха, да, и вот, как определить асфальтовый саха? Человек, который уезжает в деревню, например, да, или в Алас. Ты когда последний раз ездил в деревню? Мой город Алекминск называют деревней, поэтому, не знаю. Ладно, город Алекминск. Город Алекминск, когда я ездил последний раз? 2 года назад, наверное, ездил. И как там тебе? Ничего не меняется, все так же. Вот реально, вот у меня в Алекминске ничего не меняется. Асфальтовый саха — это человек, который себя видит где-то в большом городе, да? Где-то вот асфальт, мраморные, гранитные берега. Это вот те, которые уезжают в Питер, типа, да? Хотят жить. Хотят жить в Питере. Да, пить безлактозный, бескофеиновый кофе на основе этих, как там, сахарозаменителем, например, утром. Чтобы он утром в 8 часов просыпался, спускался вниз, и там стоял круассан. Безглютеновый саха, так можно назвать его. Да, вот глютеновая диета, вот это все, вот это мы с вами, да, вот это мы с вами. У меня, допустим, смотри, почему. Я вот сам с Алекминска, и Алекминск — это русскоязычный город. Русскоязычный город. И у нас вот, допустим, почему мне там писали, что я как сижу, дурацкие вопросы задаю, потому что у нас, допустим, не было истории Якутии вообще в городе. У меня в школе не было такого, она только зарождалась, у нас даже якутского языка не было в школах. Но я так думаю, может, это проблема вообще всех русскоязычных городов в Якутии, типа Алдан, Ленск, там, какие Нерюнгри, что еще? Это ты поднимаешь проблему системы образования как такого. Есть сейчас такое понятие, как региональный компонент, вот только мы к этому начинаем подходить. Только к этому мы начинаем острая нехватка учебников по истории Якутии. Например, наш факультет, где мы с тобой учились, да, сейчас, вот нам когда говорят, где учебник, да, вот всех спрашивают, где учебник. Есть трехтомник по истории Якутии, есть монографии, да, вот научные по истории Якутии. Есть отдельные исследования, но нет нормального учебника для маленьких детей. Да, чтобы все было просто хотя бы написано. Да, просто вот что такое саха, что такое там саха-сиря, да, что такое аллас. Нет, есть отдельные брошюры, есть учебник истории Якутии, который был издан в начале 2000-х, да, вот в середине, не то, что недавно, давно уже по нашим меркам, Николаева, да. И вот этот учебник, он единственный, например, да, вот все. И приходится учителям истории, краеведам, классным руководителям, да, это все, вот они вот сидят, чтобы рассказать историю Якутии 40 минут, они должны вот такие огромные талмуды прочитать, и вот это все. А это из-за чего? Это, скорее всего, из-за того, что, допустим, мы разбирали выпуск, в смысле, мы снимали прошлый выпуск, и у нас куча разночтений там. То есть, допустим, Нет, давай так, насчет разночтений, да? Насчет разночтений, они всегда есть, потому что история — это гуманитарная наука. Есть факт. Вот битва на реке Калка. И вот когда была битва на реке Калка, 1223 год, 31 мая, да? Это факт. Состоялась битва на реке Калка. Надо употреблять просто не реку Калка было. Какое-нибудь простое, Куликовская. Да, или Куликовская битва, например. Да, как его интерпретируют? Вот интерпретация, оценка, это уже как бы... Это история. Например, для московского государства, для России битва на Куликовом поле — это одно из самых значимых битв в истории. Да. В мировом масштабе, что там какой-то приграничный, непонятно, там Дмитрий Донской, какой-то московский маленький князь, съездил с маленьким отрядом там на стычку. Новгородские летописи, по-моему, даже о Куликовской битве как-то не упоминают. Кстати, да. Там стояние на реке Угре. Да, то, что мы с тобой снимаем подкаст, наши потомки, увидят, не увидят, не факт, если даже увидят, да, вот. Для кого-то там просто вот бомбануло, да, вот. Сидят там, что-то не знают, там, пишут. Да, нет, мы можем забывать, в плане того, типа, что я помню, что на историческом меня
Оправдываешься, не надо оправдываться. Я не оправдываюсь, я не оправдываюсь. Мне сказали, что я не обязан знать даты все, от и до. Я дату могу посмотреть, я должен знать процесс, как он должен происходить. Да, вот логику. Да. А если ты краевед, да, вопросов нет. Краевед, он должен знать четко. На этом стуле сидел там Иван Иванович в такое-то время, в такой-то час, например. А историк — это человек, который вот понимает процесс. Поступайте к нам на исторический факультет, в магистратуру, бакалавриат. У нас бюджетные места, 4 года. И был такой комментарий, мне понравился, да, очень понравился. Он говорит, хорошо говорите, но вот как-то вот перескакивайте на какие-то темы. Я там написал в комментарии, по-моему, да, вот, за 40 минут такие вопросы, которыми занимаются академики, институты, нереально сделать. Если вы хотите получить добротный ответ, сами заниматься этим вопросом, отлично, поступайте на наш факультет, мы 4 года будем учиться, исследовать, да, вот, и 2 года в магистратуре, да, потом поступайте в аспирантуру 4 года. Потом будете одну тему долго исследовать, писать. Да, одну тему, да, вот происхождение народа Саха, и можно вот 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры, 4 года аспирантуры. И все изучать 10 лет одну тему можете писать. Одну тему читать, писать, не найти каких-то ответов и умереть. Это миссия будет, да, вот 10 лет. Но мы тут даем просто почву для размышлений на самом деле. То есть, да, мы не можем рассказать все, и мы даже не несем такую... Мы сразу сказали, что мы все рассказывать не будем. Мы даем почву для размышлений, и вообще у нас разговор, который, надеюсь, вам будет интересен, и вы что-то новое у себя узнаете, а потом возьмете, как в школе. Что-то новое узнали, а дома уже сами посидите, почитаете, узнаете больше. Хочу сказать про прочитать. Давай, прочитать. Я сегодня специально принес 2 книги. Куда, на какую камеру? Вот, да, вот. Это «Происхождение народа Саха и его традиционной культуры». Да. Вот эта книга, она написана Анатолием Игнатьевичем Гоголевым. Тут у меня даже дарственная есть. О Капиталине Айтало Яковлеву. С уважением, Анатолий Игнатьевич. Вот как раз вот издание 2017 года. Вот да, вот Анатолий Игнатьевич — человек, который открыл кулунарскую культуру. Не просто открыл. Сейчас вот комментарий мне тоже понравился, да, вот. Мне нравится, что народ интересуется историей. Это должно быть так. Нравится, что люди критикуют, задают вопросы с друг другу. Вот я зашел, один был комментарий, там вот такой толстенный. Я такой захожу, интересно пишет. Я такой захожу, и внутри еще вот ответы там. Я такой, ну ладно, тут как бы без меня весело. Потому что если бы наш подкаст не взлетел, мы можем говорить слово «взлетел»? Ну, это хороший просмотр. Да, хороший просмотр. Не было бы хороших просмотров, не было бы комментариев. Это было бы страшно, наоборот. Потому что это неинтересно людям, это раз. А значит, народ не интересуется своей историей, это 2. И, в-третьих, идентичность, как раз вот про манкуртов говоришь, да, вот это было бы такой момент, да, вот люди. Был такой эпизод очень красивый. Мне один, не коллега, а знакомый, как знакомый, человек, который строит Аллу Мастаре, Яруев, да, он такой говорит, был такой эпизод, говорит, я строю Аллу Мас, вот это, да, Аллу Махатутавын, и народ начинает говорить, вот это не то, это не так, это не так, это не так. И потом я говорю, давай тогда опиши мне, как вот выглядит Аллу Мас. И он человек говорит, не может ответить, потому что я говорю, это нормально или ненормально, говорит. Я говорю, нормально. Потому что вот ты должен бояться того, что если ты построил вот этот Аллу Мас, и никто ничего не сказал. Ну, как бы, да, стоит, да. Ну да. Вот. Древние римляне сейчас не спорят о своей истории, о том, как пишут истории Древнего Рима, потому что их нет. А если ты говоришь про происхождение народа Саха, живым Саха, и они спорят об этом, значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Так, я хочу, чтобы так и было через 100 лет, чтобы какой-нибудь тоже молодые историки сели бы, начали говорить, происхождение народа Саха, и опять там бомбануло бы. Еще больше комментариев. Еще больше. Да. Это было бы жестко. Так вот, и насчет происхождения народа Саха. Мы оставим ссылку, кстати, на электронную версию этой книги. Да, эта книга в электронном варианте. В электронном варианте есть на сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. То есть обычно нормальные люди что делают?
Ну, не нормальные люди, а вообще люди. Мгм. Ты хочешь библиотеку вообще? Я очень редко. Смарт-библиотека сейчас. Ну, вообще можно в интернете прочитать. Я, если честно, в библиотеке был последний раз, когда писал... Вот, подержи, это живая, это называется книга. выпускной Она фильтр называется высокого- так, смотри, вот это книга. Нет, книги-то я читаю. Ну вот. Ну, просто в библиотеку я не хожу. Зачем мне нужно читать? Да, и вот Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, да, вот эта книга о происхождении народа Саха, она есть в электронном варианте в общем доступе. То есть можно зайти, Смотри, зарегистрироваться. если я прочитаю вот эту книгу, я буду иметь какое представление, какой у меня будет уровень знания о народе Саха? Фундаментальное. Фундаментальный. А Книга потом уже небольшая. опираясь... Да, это монография. Это научная монография. Тут как бы... Вот чем отличается научная монография? Тут есть ссылки, да, вот литературные ссылки. Можно посмотреть. И это Анатолий Игнатьевич, он является одним из самых главных... Ну, он подготовил 20 кандидатов наук и докторов наук по истории. Тогда, ребят, тут страниц... Я просто скажу людям, вдруг, которые, как я, оценивают себя, могут оценить, сколько они могут прочитать. Здесь не очень много страниц. Ну, типа, до 300 страниц вы прочитаете, и у вас будет хорошее представление о происхождении народа Саха. Вы сможете поддержать беседу как минимум. Так, вторая книга — это эксклюзив. Вот она даже не открывалась, видишь? О, Слышно? Да. Она это... Ну, это литературная СМР. У меня есть, да, у меня был вторую книгу я вот принес, ну, совсем новую, да, чтобы... А так, первая книга, она мне уже поцарапанная, потому что эта книга, она вот происхождение народа Саха, том 1. Мгм. Если, например, Анатолий Игнатьевич работа — это научный труд, Мгм. это монография, тут, может быть, даже надо иметь какое-то начальное историческое образование, да, ЕГЭ сдать по истории, Чтобы понимать термины определенные. чтобы понимать основные какие-то большие термины. Когда простой маленький учитель в маленькой деревне открывает этот учебник, у него могут быть, ну, какие-то вот трудности, да, например, потому что это академический труд, это фундаментальный труд. Этот труд Ивана Игнатьевича Николаева, он вышел в этом году, 2023 год, да, вот можно. В общем доступе еще нет, да, в продаже пока? В продаже пока нет, в общем доступе пока нет. Да, вот тут он, например, очень легко написано, да, и тут, как говорится... Школьник может прочитать? Да. О, Да. И академики рано не говорят о том, что эта книга очень легко написана. И термин использует, да, вот я вот услышал, это этноструктуризм, да, вот, этноконструктивизм, да, вот, то есть этничность — это социальное качество. Этничность — это социальное качество, и эта книга, она как раз как вот показывает, да, вот как формируется народ, что такое народ. Я вот прочитал, да, вот тут, например, название, да, смотрите, вот Курыканский мультикультурализм, ведомые солнцем, религиозные распри. Ну, это ингри, там туда-сюда, вот это что написано. Это научно-популярная книга, она очень хорошо как бы для всех. Ну, короче, вот эта книга, давайте так быстро определим. Эта книга научная. Монография. Монография, научная монография. Академический труд. А это научно-популярная. Да, популярная, научная. Почему научно-популярная? Потому что тут как бы ссылки есть. Да, вот можно найти какие-то вот... Ну, автор очень много источников использует. Это раз. Притом широкого профиля. Генетические, там, культурологические, исторические, прочее. Так, ну, мы, наверное, начнем разбирать комментарии. Там люди такие думают, что это они опять начали другой выпуск, просто книжки будут разбирать. Давай. Мы начнем про комментарии. Так, давай мы будем перекидывать комментарии. Я буду читать. Так. Я тебе все скинул, да? Тоже? Ага. Вот. Давайте с простого начнем. У меня единственный вопрос, который не дает покоя со школы. Тут мат. Почему есть перевод слова «лев»? Хахай. Почему в якутском языке? Так, давайте так. Я историк, который занимается вопросами современности. То есть почему современный Саха? Угу. Вопрос скорее это к лингвистам, это раз, культурологам и оланховедам. Это раз. Но как человек, как историк, я скажу, осмелюсь
Да, для своих коллег. Мои коллеги тоже смотрят. Можно сказать. Лингвисты, да, вот, да, вот для них. Это вот как раз отсылает нас к тем древним временам, когда был вот какой-то общий вот тюркский, вот какой-то большой вот тюркское государство с одним языком, да, вот, и вот люди перемещались, например. И понятно, что... То есть это осталось еще? Да, вот, и в Евразии степные львы были. Ага. Ну, короче, были степи, львы, которые жили в Евразии. Ну, вымерли. Ну, хахай там, барс. А сейчас тир, да? А современное сейчас применяется хахай? Ну, в современном якутском языке. Я же не употребляю. Что за это треф типа такого? Ну, вообще просто, хахай слово употребляется. Хахай. Тут ты же говоришь хахай. Ну, я вот только из этого комментария сказал хахай. Так я никогда не слышал даже. Да? Ну, хахай, лев. Ты говоришь, вот картинку показываешь, лев написано, хахай говоришь. Ну, прикольно. Ну, то есть это пришло просто когда-то в истории тюрков был хахай, тюркоязычных народов. И лев, барс, и вот он пришло, осталось. Да. Осталось просто. Стебень, у нас есть стебень, верблюд. Не, верблюд это хой. Ну, мы говорили про хой, да, это не у, а о, да, хой. Это вот баран, например, да. Почему нет? Ну да. Если вы пойдете в музей археологии и этнографии СВФУ, там 3-й этаж подниметесь, там есть ножницы, которые найдены, по-моему, как раз 14 век. Ножницы, которые можно стричь овец. Это факт. Это уже ты видишь вот этот ножницы, да, вот для стрижки овец, и такой. Потом еще у нас есть какие-то вот скифские, кинжалы такие, акин, типа такого. Бронзовые какие-то вот изделия. Тоже такой. Это мода. Это вы не думаете, что Якутия, Саха — это какой-то вот народ, который жил в своей пещере и никуда не выходил, да? Вот торговля же была очень. Вот китайские бусы, шелк, чай, что там еще? Да все. Мамонтовая кость. И тут можно предположить, вот мне еще понравился комментарий был, да, то, что вот типа... Ну, я не помню сейчас, как там было, но я говорил, что вот Золотая Орда, там типа окраина золотой. Как раз в этой книге там описано, что вот вероятнее всего вот скотоводы — это вот как раз вот Джучи хан, да, вот Монгольская империя, окраина Монгольской империи, да. И какие-то ботуры сюда приезжали, там, охотиться на соболей, на женщин, там, понятно. Хотуна пишет. Красивый. Якут и Саха не одно и то же. Якут — это между Манкуртом и Саха. Колоковский почему-то писал «Джокут сурдох». И я не знаю якутского языка, поэтому, простите, я читаю, как умею. А Саха — это более высшее, чем якут. Вот, вообще, и это много комментариев про то, что якут — это все-таки оскорбление, или это ниже, чем Саха. Вот. Давай вот это четко уже ответим на этот вопрос. Почему ниже? В этнографических науках, в трудах написано якут. Давайте, чего мы будем? Давайте этого анатомию откроем. Так. Среди якутов получили распространение бурятские этнонимы Барын, Хатыгын, Бертер. Так, верхоянские якуты, скотоводы, весь север. Академический термин, вы что? Если, это тоже, да, вот человек, да, например, это как раз затрагивает, почему наш выпуск, да, вот, залетел на 12 тысяч за 2 дня, да? Потому что это как раз затрагивает вопрос этничности, вот идентичности человека, как он себя воспринимает. Если человек говорит, ему не нравится якут, вопросов нет. Саха. Я тоже использую термин саха, сахалар. В научных статьях, да, вот пишет, что якут, например, якуты, или там сахалар, например. Если ты пишешь в научных статьях сахалар, значит, надо сахалар. Народ саха, там, да. А вот якуты, если ты написал якуты, значит, якутский идешь. Это равнозначно ему. В общем, это не оскорбление, точно мы употребляем. Это не Не, для кого-то, да, может быть, вопросов нет. Мы свободно стране живем. Если для тебя якут — это оскорбление, саха. Я, допустим, употребляю... Я тоже из-за того, что из-за того, что некоторые оскорбляются, я все время говорю саха. Но когда именно я что-то говорю на якутском фразу определенную, я там маленькие фразы знаю, я говорю, когда на якутском, я говорю саха. А когда я говорю на русском языке, я говорю якут. Это вот как раз показывает мозаичность идентичности, да, это очень красиво. Например, так. Вот мы россияне. Вот мы с собой россияне. Потом якутяне. Не все якутяне саха. Да.
Не все якутяне. Да, якутяне — это русские, там, украинцы, армяне, таджики, там, да, которые здесь живут, да, сахалары, венки, чукчи. Потом уже вот якутяне, и потом уже внизу самый базовый момент, да, вот ты кто? Саха, венки, там, туда. Ну потом уже разделение по народам, национальностям. Да. А еще маленький говорит, я все время, вот, и даже чиновники большие, да, вот, на официальных мероприятиях, якуты, говорят, якуты. Вот. Вот еще, где ударение правильно ставить. Это когда говорят якуты, ударение на «и», последние, вот, это оскорбление. Для меня это звучит оскорбительно. Вот, это да. Якуты. А вот якуты, это да, это вот правильно. Ну да, когда ты уже заморочился над ударением, ты знаешь, где ставить ударение, значит, ты знаешь, как правильно с уважением относиться к народу. Все правильно. Сахалу. Вот, все, тогда саха и якут — это нормально, это не оскорбление, это равнозначные термины, а якуты, когда ты на «ы» ставишь ударение, это оскорбление. Это оскорбление. Да, все, так и порешили. Ну это да, я вот в Дагестане был этим летом, я вообще не знал, я никогда не сталкивался с этой республикой. Я думал, что дагестанец — это национальность. Я не знал. В Дагестане живут огромное количество. Да, это просто название республики Дагестан. Да. Так же, как вот в Якутии живут якуты. А там преимущественно аварцы. А тут приезжает, оказывается, тут как бы целая планета. Да. Тут огромное количество народов. И самодостаточных, со своей культурой. И недавно приезжали мои коллеги из Дальневосточного федерального университета. Первый раз была коллега в Якутске. Мы все время возвращаемся к теме снега. Да? Она приехала в январе, феврале. Якутск очень чистый город. Я такой, да, чистый город. Нет, туристов нам только зимой привозить. Да. Где-то с октября, да, вот. Даже нет, ноябрь, там вот. Ну вот, до февраля. Да, и вот она приезжает и говорит, словарь нужен будет. Я говорю, да нет, тут как бы все на русском говорят, на русском. Все-таки там вот фоном, вот мы должны этим гордиться, это мы должны сохранить. Всегда фоном сахатлывар. То есть вот якутский язык, он всегда есть. Ну да, то есть всегда употребляется. Оказывается. Да, нет, конечно, есть. А мы этого не замечаем, да, вот мы страдаем, вот там якутского языка нет. Да, он под угрозой, вопросов нет, это надо учесть. Он под угрозой, но вот фоном он есть. Якутский язык. Но даже когда вот я вот русскоязычный, к примеру, и я когда вот уезжаю, допустим, я там жил где-то там в Москве несколько месяцев там, и мне становится тоскливо, я не слышу просто, ну вот фоново-то нет языка другого. Там-то русский везде говорят. А тут ты идешь где-то там, что-то на якутском, название остановок на якутском. Ну, в Дагестане ты приезжаешь тоже, да? Да. То же самое. В Бурятии, например, да, вот фоном тоже есть. Ну, в Монголии, например, Казахстане однозначно. Нет, ну просто в Дагестане у них немножко по-другому, потому что у них все-таки русский язык, он как связывающий между народами. У них же много народов живут, и они все говорят на разных языках. А у нас в основном, ну, если вот так в основном взять, у нас живут якуты и русские. Ну, поэтому прописано же, 68-я статья, да, например, русский язык — это язык государствообразующего народа. Да. Если ты говоришь, понимаешь русский язык, значит, ты государствообразующий народ. Если ты говоришь на английском, ну, тут как бы проблема. Да, тут просто, ну, это... Ну, из этого должна быть логика. Сахалы хаңарам буллаққаны, хахалы гюр буллаққаны, хахатылын туттар буллаққаны, хаха государственного туда хатерки буллақ. Ты меня понял? Нет. Понятно. Ну, я понял, что... Давай комментарий. Кто говорит на якутском языке что-то, это я вот... Если бы ты чуть медленнее... Кто держит якутское государство? Ага. Так, движемся дальше. Там. О, вот, смотри. Интересный, длинный комментарий, но я его немножко сокращу. А Картер 200 пишет. В китайских летописях отмечено, что во вторых-третьих веках нашей эры на берегах реки Алдан живут тюрки. Во вторых-третьих веках нашей эры. Эти народы двигались все севернее и смешивались с древними автохтонными племенами и постепенно сформировались в народ Саха, якуты в бассейне реки Лена. В разных местах Якутии, в том числе в Средней Лене, есть наскальные рунические надписи и руноподобные знаки, предварительно 5-10 веков нашей эры. Еще анализ генов международным ученым сообществом показал, что северные индейцы близки ненцам и якутам. То есть выходит, что 30-40 тысяч лет назад одни из ветвей предков якутов, существовавшие до прихода тюрков, пересекли Берингов пролив и стали расселяться по Америке. Войны с бурятами не отражено ни в одном якутском, ни в бурятском фольклоре, поэтому, скорее всего, их не было, пишет. Но все. Вот это небольшой род, скорее всего, под давлением многочисленного бурятского народа и ушел вслед за остальными. Вот так написано. Ну, вообще, вот тут написано во вторых-третьих веках нашей эры. Ну, да, потому что второй-третий век нашей эры — это тюркский каганат. Угу. Евразия становилась континентом
когда... Это вот опять спойлер на тему колонизации, да? Евразия становится континентом в 3 случаях. Мгм. Это когда вот был тюркский каганат, Мгм. от моря до моря, имперскость, да, вот это. Вот сейчас будет в комментариях опять войд, да, вот империализм. Мгм. То есть, а кто сказал, что империя это плохо? А, Тюркский каганат, да, вот это первое. Он, да, вот Ашина, там Атила, потом был, да, вот точно говорили на тюркском языке, тюркскоязычный народ. Огромное количество народов они объединили под тюркским языком. Ну, мы говорим про гуннов, правильно? Ну, хунну, сюнну, нет, это как бы разные периоды, но... Но той имперскости. Да, да. Нет, ну как бы империя тюрков, вы чё? Я же говорил, у нас вот это... У всех якутов, у всех казахов, кыргызов, да, вот есть какая-то тоска, да, Когда я был в Монголии, да, вот один старик такой сидит, говорит, раньше было хорошо, раньше монголы хорошо жили, сейчас вообще плохо живем. Хотя сейчас Монголия очень хорошо развивается. И я говорю, такой спрашиваю, вот раньше это когда было? Во времена Чингисхана. Тоска, да, вот такая. Я такой записал, так, ага, историческая память, там 800 лет, ага. А потом, Монгольская империя, да, а сейчас Евразия становится... Ну, Евразия континент, потому что есть Россия. Да, вот этот момент. А мы Ждем расселялись? политический комментарий. А мы расселялись по Америке вот тут вот? Да, это хорошее понятие, да, вот человек тоже читал, да, вот дюктайцы. Мгм. Это культура, дюктайская культура, по-моему, как раз. Это даже не полезиаты, по-моему. И полезиаты однозначно, древние жители Азиат, Сибири, Азия. И они выкочевали и там за мамонтом, там за оленями. И дошли до, Аляски, Канады. Ну, а там уже и североамериканский континент. Ну, то есть они там сейчас остались, грубо говоря, есть там родственники. Да, если ты будешь говорить, мои предки, это были... У нас с американскими индейцами общие предки. Ты будешь прав где-то на 59% где-то так. Потому что культура народа Саха, вот традиционная культура народа Саха, она опирается именно на культуру тех людей, которые здесь жили. Привет автономистам. Да, вот, например, степняк, он в тайге не выживет. А в тайге выживет кто? Охотник, рыбак, оленевод. Видишь? Сейчас скоро будет 9, в мае, 10 мая, да, например. Все мужики уедут на охоту и будут там петь во славу Баяная. Пардон? Поднимать тосты во славу Баяная. Во славу Баяная, да, вот мужик там... Был какой-то пример, да, вот такой спрашивал, кто такой Баянай? И один мужик говорит, это бог мужчин. Я такой, это тайга Ичите. Тайга Ичите. Ичи — это хозяин тайги. Ты заходишь в его территорию, да, вот это вот охотники, рыбаки. Степняк туда зайдет, он как бы, ему неуютно. Да, историю прочитайте, Бадыева нашествие, да, вот, на Руси. Почему они не воевали летом или там зимой? Движемся дальше. Есть еще... вот, насчет якутов я забыл добавить момент. Вот Даньжа, видимо, правильно читается Даньжа. Есть еще одна версия происхождения слова якут. Произошло от слова кют. Когда пришли русские, Саха пытались на ломаном русском якутском сказать «я кут». Типа, у меня есть душа. Мнение, это мнение. Интересно, красивое мнение. Красивое мнение, очень красивая версия. Я буду так объяснять всем, на самом деле. Вот когда я буду уезжать куда-нибудь, откуда, что... Нет, это вот... Это оговорка, это мнение. Мнение, это мнение, да. Это не факт, это мнение. Так, вот. Я думаю, предки Саха... Уюн пишет. Я думаю, предки Саха на Байкале стали первыми жертвами проекта Чингисхана. Так как забрал войска всех мужчин, а женщины, старики, дети переехали в Якутию. А в Якутии стали жить с местными. Тоже хорошее мнение. Вот, например, мы бы здесь... Вот почему я говорю осторожно на такие темы? Почему? Потому что я историк. 3 источника исторического знания. То есть это факты, да? Это письменные, устные и материальные. Вот я могу говорить, якуты прилетели с другой планеты. Это 100% правда. Балаган почему ставили вертикально? Чтобы летающую тарелку можно было удержать, да?
и инопланетяне, якуты, основатели всего и всей планеты, Саха, культуру мировую, пирамиды строили, спускались через Камелюк. Ну, это портал же. Я могу так говорить, но докажите, что это так было. Письменные источники, материальные источники где? Да, покажите хотя бы след вот этой, как там его, летающей тарелки, например, да? Если без шуток, это была шутка. Например, если мы говорим про Чингисхана и его империю, да, потому что поход сына Чингисхана, Джучи-хана, да, вот сибирские народы, там как раз, да, четко прописано. Пушнину откуда берут? Естественно, отсюда. Да, вот это есть такие сибирские. Ну да, там не было, в степи не было. Да, охотники, там, мамонтовые кости, прочее. Это однозначно самое богатое место мамонтовой кости пушнины — это территория республики Саха-Якутия. У нас соболя добывали под городом Якутском казаки. Да, отправляли, да. И понятно, да. Ну, если бы, например, археологи нашли там какую-нибудь пайдзу, да, печать Чингисхана. Ну, то есть, что доказывал это? Кольцо там эпохи Золотой Орды, там, которое явно конкретно принадлежало там какому-нибудь хану Чингизиду, да, вот 14 века. Вот. Это была бы сенсация. Николай Лугинов, народный писатель, да, вот по велению Чингисхана, да, вот книга. Это был бы факт. Это уже не был бы не литература, а вот это какой-то вот, факт. Ну, то есть это мнение неплохое, но оно пока еще не доказано в этом плане. Ну, не то чтобы не доказано, да, вот не хватает источников. Дайте нам деньги на археологические экспедиции, будем искать. Интересно, почему не дают деньги на археологические экспедиции? Дорого. Да. Ну вот, ребята, донатим на археологические экспедиции. Отправим Айтала изучать, искать подтверждение. Нет, я не археолог. Ну, друзья-археологи. Друзья-археологам отправим. Помогайте археологам, потому что именно археологические, материальные, да. Мои друзья смотрят археологи, говорят, блин, в смысле, Айтал, истории, конечно. Ну, мы историки ничем не ограничены. А археологи... Археологи, да, есть материал, есть факт, нет факта, например. Поэтому я вот из устных источников, да, я могу, например, этого юна взять и говорить, вот, есть такое мнение. Опираясь на это мнение, буду обсасывать, и археологи будут сидеть, такой, о, блин, ну хорошо кладет, конечно, молодец. Почему нет? Это вот пример исторической памяти. Народ о себе так думает. Можно. Дальше идем. Так, движемся дальше. Джорджи Ан. Видимо, это, не знаю, Джорджи Ан 2 дня назад что-то писала. Так. Ссылаясь на наш тайм-код, Элэй Ботур явно не 450-550 лет назад жил. Как минимум в 13 веке он жил. Поскольку, судя по легенде, он видится с предположительно уже старым Омогой Баем, который, в свою очередь, лично знал Чингисхана и от него бежал еще раньше. В подтверждение данной теории можно сказать, что именно таким образом его генетический след есть почти у всех Саха, в силу того, что он жил еще ранее. Скорее всего, сыновей много было, а у тех тоже много. И так в геометрической прогрессии. Хорошее мнение. Хорошее мнение. Мне нравится. Идем дальше. Все. Все, мы подтвердили этот момент. Не подтвердили, это хорошее мнение. Хорошее мнение. Ладно. Мнение и факт — это две разные вещи. Вот это и смешное. Ну, не смешное, но интересное, короче. Ал Ена пишет. Очень интересный выпуск и информация, спасибо большое. Многое не знала. Мой папа когда-то говорил, что арийцы и даже британцы имеют отношение к Саха. Очень интересно будет развить данную тему. Да. Вообще Саха, они придумали все. Даже английский язык. Ну, я тоже так думаю, на самом деле. Как будет мужчина на английском языке? Man. Мини. А как будет женщина на английском? Woman. Бумина. Это шутка. Это вот пример того, как, в принципе, можно играть словами, да, вот искать какую-то правду, анализируя или выставляя какие-то вот... Да, искать схожие слова, типа в разных... Ну, это очень шикарная тема просто, да, вот у меня был друг, почему был друг? Есть друг из Армении, он такой говорит, все придумали армяне. Это факт, я говорю, да. Даже «Игра престолов» — это история про армян. Я такой, ничего себе. Как-то там главный род какой вот, клан какой, род какой самый главный? Старки, наверное. Старки самый главный же. Антигосударственные вещи говорить. А как? Тарка.
В смысле вообще от чего все пошло? Таргариен. Ты же про «Игру престолов» говоришь. Да, я про «Игру престолов». Таргариен. Таргариен, Таргарьян. Это же про армян. Таргарьян. Мы на какой улице сидим, да, вот, типа, ну, и прочее. Очень интересно. Ну, вообще ко всему можно подвязать. Да, но если говорить без шуток, да, вот про английские какие-то корни, да, вот это общее, да, ну, у людей у всех одинаково. Вот говорят, что современные 7 миллиардов человек, которые здесь живут, да, они появились из 120 людей, которые жили, ну, там, миллионы лет назад. Было племя, где было 120 человек, оттуда все пошли. Давай дальше, у нас время. Интересно. Здесь как много. Говорят, что мы с тувинами родственники. Мы родственники с тувинами. 100%. Один язык. Ну, я был в Туве, копал скифские курганы. Спасибо Русскому географическому обществу. Ну, и по лицу, там, по движениям, как они ходят. Как наши братья-тувинцы ходят, как они держатся, как смеются. Это вот аймахтар. Ты вот понимаешь, что ты вот как бы, ну, это вот одинаковые люди В своем обществе. Имена практически звучат. Сылдыс, например, очень красиво. Ну, как будто якутский. Чаян Мангуш. Ну, Чаян Мангуш не Чаян, ну, Сылдыс. Да. Сылдыс похоже. Вот мы жили в палатке, да, вот там. Если меня слушают парни, респект, уважуха. Чаян Мангуш, Сылдыс, Субудай Малой. Субудай, кстати, был тоже тувинцем, говорят. Хакасы, правда, тоже говорят, что он был. А мы сахалар, наверное, Субеха. Ну, Субудай похоже на какое-то монгольское имя, на самом деле. Ну да. Айтал. Айтал. Да, и я такой, ну, девочки, тувинки такие. Как тебя зовут? Говорит, я говорю, Айтал. О, какое романтичное имя. Я такой, в смысле? Говорит, ий. Ага. Тала, дерево. Ну, талах. Лунное дерево, оказывается, по-тувински. Я такой, пойдем гулять под луной. Не, спасибо. Да, вот такого формата. И самое мне понравилось, да, вот, кто не был в Туве, обязательно съездите в Хакасию, Алтай. Вот когда ты приезжаешь туда, у тебя прямо кровь вскипает. Вот кто был в Алтае, да, вот они точно понимают. Я там понял, что такое вот чужая степь. Это не наша степь, это чужая степь. То есть там котловин, ты на лошади скачешь, поднимаешься на эти горы, и смотришь, и там другая степь начинается. И ты вот на это смотришь, ну, со скал, да, и ты просто тебя там... Просто это надо увидеть, почувствовать вот этот ветер воли, да, вот степную волю. И что-то есть внутри, что-то играет внутри, да, когда-то? Ты вот понимаешь, что да, что-то тут нечисто. Это ландшафт на тебя. Это мы все про генетическую память. Да, но смотрите, потом мы были в Казахстане, экспедиции, да, копали тоже тюрков, сарматов. Спасибо Евразийскому национальному университету, нашим коллегам историческому факультету, да. Мы копали, и, ну, недели 2 сидишь в степи. На степи просто там копаешь, потом поехали. И коллеги-казахи не говорят, так, надо с нашим гостям показать лес, потому что, ну, видно, что у них тоска идет, да, вот. И мы поехали в Сосновый Бор. И вот наши студенты, они просто побежали в этот Сосновый Бор, там, обнимали дерево. О, как мы соскучились по этим. И лазили, и стояли, обнимали дерево. То есть степь бывает разная? То есть, ну, конечно, и там степь, и тут степь. Да, это же континент целый. Нет, ну то есть тут степь, она тебя воодушевляет, там степь, она тебя не воодушевляла. Это же такое. В смысле? Ну, в смысле, ты говоришь, на Алтае где-то. Не, ну там понятно, там, да, вот. Это вот, ну, это просто, да, вот, степь, это от горизонта. Ты смотришь и не можешь найти вот точку опоры. И вот это насчет, если мы говорим про ландшафт, да, как раз почему здесь скотоводы остановились. Потому что был один... Почему я все время говорю «был»? Есть коллега, да, вот, который приезжал, он занимался византиевед, да, он занимается вопросами там, царства греческого, и он говорит, я теперь понимаю, почему сюда приехали скотоводы, потому что, он говорит, Анатолийском полуострове, как раз вот Турции, где живут вот, Анатолийский полуостров, да, там есть вот такие зоны, да, вот степные. Они один в один, говорит, похоже, как долина Аркерин, долина Туймада и вот какие-то степные зоны котловины. Ну, ландшафт. Давай дальше. Движемся. Так, сколько в России народов с переводом своей национальности? Почему саха не могут быть официально саха, а не якут? Словом, мы про это говорим. Ведь официальное название нашей республики — Республика Саха. А потом уже для тех, кто не знает и не понимает, Якутия. Нет, это неправильно.
Да, это хороший вопрос, но тут неправильная постановка. Почему? Потому что, смотрите, у нас республика Саха-Якутия. Потому что это территориальное образование. Если бы было бы только республика Саха, то это была бы где-то территория, совсем маленькая, да, вот этот момент. Но тут еще надо отметить, что понятие территории, территориальные рамки Республики Саха-Якутия, они появились, вот современные, они появились как раз вот 20-е годы 20 века, как раз вот столетие Республики мы СССР, да, праздновали. Там Максим Кириллович Амосов инициировал приезд академиков из Академии наук Российской, да, и они ездили в этнографию комплекс экспедиции. Да, вот, этнографы, геологи, они там все смотрели. И они вот обозначили, да, вот это реально вот территория. Потому что 20-е годы, когда вот было административное деление, да, получается, там было очень много споров насчет границ, где заканчивается республика. Вот, да, почему вообще у нас такая большая территория? Это тоже интересно, на самом деле. Ну вот как раз это обосновано комплексной экспедицией 20-30-х годов. Например, если говорить с исторической точки зрения, например, да, вот казаки, когда сюда приехали, да, вообще путешественники в 19 веке, им был нужен только один толмач, переводчик. Один толмач. От Иркутска до Чукотки. Он говорил на одном языке. На каком? На якутском. Сахалу. Да, вот видите, то есть вот. И сейчас же развивается вот этот автотрип, да, вот это путешествие. Кто там сел в машину, уехал. Вы, наверное, заметили, да, вот едешь, Нерюнгри, название земель, да, вот, Тунгус, Маньчжурский, это вот там, Тунгусский, Нерюнгри, там тоже, да, вот это индийское название. Потом ты выезжаешь за пределы, вот попадаешь в Алтайский край, и там уже вот, ты выйдешь, да, вот, и эти таблички рек, названия рек, они вот как будто вот якутские, вот топонимы, да, вот. Ну, то есть раньше от Иркутска до Чукотки? Да, можно было говорить на одном языке. И этнографы, путешественники в начале 20 века говорили, что якутский язык — это второй язык, как второй французский. Потому что чиновники здесь, да, вот царские времена, они говорили на якутском языке. То есть, потому что среда такая. Язык — это среда. Ну, то есть, если бы была республика Саха, мы были меньше по территории просто. Вот так, если взять. Если бы только республика Саха называлась. А республика Саха-Якутия, то есть это дает вот все, весь вот этот конгломерат народов, которые здесь живут. Так возьмем. И вот вся эта территория, она вот большая. Да, это национальная республика. Да, национальная республика, территориальное образование. То есть это территория, огромная территория. Настолько огромная территория, да, то, что, например, ты хочешь быть Ильдарханом? Я не знаю. Нет, наверное. В будущем. Я бы не хотел. Я тоже не хочу. Огромная территория. Я не хочу, потому что... Ладно, ты там где-то, да, вот. Смотри, вот масштабы какие, масштабы. Вот прошлый год, да, например, у нас на севере наводнение, на юге пожары, в центральной Якутии засуха, саранча, в Вилюйских группах постоянные дожди. И это решает один человек. Это сложно. Да, вот если ты вот будешь этим Ильдарханом, да, вот главой республики, ты будешь решать такие проблемы. Ладно, не поочередно, да, а сейчас и здесь, например, да, вот это очень тяжело. А если, например, мы говорим, вот все едут в Дагестан и говорят, ой, дагестанцы вообще хорошо живут, чеченцы вообще хорошо, вот там Чечня, там вот так живут. Но, друзья, Дагестан — это, например, как Нюрбинский улус. Ну да, по территории. Территории, да. Вот. А никто не хочет терять. Оленюк, самый большой район Республики Саха-Якутия, Оленюк. Он размером как с Хабаровский край. Если бы Алепминск, он, по-моему... Сколько квадратных километров Алепминск масштаб? Масштабы не знаю сколько, но он большой. У нас же там еще... Он граничит с Иркутской областью. Да, Алепминский, он, по-моему, размером тоже Республика Чечня, по-моему. Если бы Алепминск получал столько денег, как Республика Чечня, как бы жили в Алепминске? Ты вот сидел такой, там ничего не поменялось, там столько лет прошло. Хорошо. А тут мы получаем все как бы... Вот так бы жили мы. Вот так бы жили. Я бы не думал, по 5 золотых колец такой, да, какие тяги бархатные, типа такого. Давай вот последний комментарий читаем. Ангелия пишет, или Анжелия. Вот про то, что мы сказали, что Саха к женщинам, девушкам относились хорошо, общались на равных. Но вот она пишет, но вот с началом колонизации русскими и с завозом алкоголя началось ужасное потребительское отношение к женщинам и девушкам. Вот так. Как-то... Давайте так. Тоже хороший. Мне понравился комментарий. Я его тоже сразу заметил. Очень красивый комментарий.
надо отметить, что понятие патриархат, ну, историки и социологи, они как бы, ну, сомневаются вообще, как бы там, да, но... Потому что мужчина, он всегда как бы во главе социальных каких-то отношений, это раз. А когда говоришь про свободных женщин, да, вот тут надо говорить... вообще свобода, есть понятие свободы? Ну, про якутскую свободную женщину здесь мы говорим. Вот такое. Тут нет, ты вот разбери, вот мы историки, да? Ага. Вот что такое понятие свободы? Вот это вопрос философский. Ну, свободная... Ну, для меня свобода, это значит, она не обременена обязательствами, типа в плане именно... В смысле, как женщина не может быть... Смотри. Для меня свобода, это, то есть, она не крепостная, не там, ну, если мы возьмем какой-нибудь американский континент, там не рабыня. То есть она вот, ну тогда... никому не принадлежит. В смысле, мужу. Ну, мужу понятно, это семейные там отношения. Мужу, роду. Там был еще комментарий, да, очень красивый, мне понравился, да, это всегда насчет матриархального. Да, есть такое понятие, да, вот у народа Саха, у нас Еус. Там Уру, Аймах, да, Еус, Аус, да, вот этот вот линии вели. У нас вот у Саха, у нас якутов, да, родство меряют по линии матери, по линии отца. Да, вот этот вот такой момент. Например, мен бұл емет түнен чөріп чүгін. Вот руста. Ағат түбінен үйәмілдір, да, вот верхневилюйский. Да, вот это вот, смотри. И кто я, ну, Сахавын, да, вот, самый вот. Верхневилюйский, скажите верхневилюйским, что они не Сахалар, да, вот это. И Чорапчинский, тем более, скажите, да, вот этот момент. И когда мы говорим про женщин свободных, да, вот, то тут надо говорить, да, вот какое время, как мерить свободу. Но у нее не было хозяина. Это понятие, да? Не было хозяина, вот что. Ну, в смысле, как не было хозяина? Сейчас вот, например, если мы говорим о традиционном времени, да, там мужчина, он глава семьи, это раз вопрос. Но женщина, она была на равных, да, вот она же тоже как бы эннеляв, то есть приданная, да, у нее может быть какой-то... Если она богатая, то у нее там скот, золото. Вот сейчас очень красивое, мне очень тоже нравится, мы это должны поддерживать. Когда вот во время СФ, да, вот женщина надевает свои вот эти, как там, старинные, перешедшие от бабушки, вот этот сюрях, да, вот это, да, по линии матери, да, вот это. Вот показатель, да, вот это тоже есть наследство. И передается из поколения в поколение. Кольца, например, тоже есть там, да, вот, ну, Бастыга нет, конечно, но все-таки. Если ты, конечно, говоришь о советской эпохе, да, то понятно, да, вот политические права. То есть она имеет уже право голоса. Вот, да, вот 100 лет назад женщина в Якутии начинает принимать участие в политической жизни. Но тут надо говорить о том, что есть такой термин, понятие, да, вот далбар-фотун. Да, далбар-фотун — это хозяйка двора. То есть она хозяйка, она вершит, принимает какие-то политические, может быть, решения, да, вот, управлять хозяйством, смотреть за скотом, домашними и прочее. Да? Вот. Если ты, например, хотун, это большой, тойон хотун, да, вот это, да, такой. Если ты, конечно, бедный, у тебя 5 коров, какая из тебя там хотун? А если у тебя там 5 аласов, там, да, там, 50 коров, да, это уже статусный момент, да, вот. И в различные времена, в различных статусах понятий, конечно, женщины было много. Но, да, если смотреть так, да, в скотоводческих культурах, я еще раз говорю, да, вот женщина, она была более свободная. Ну, то есть, тут видишь, что такой уже момент спорный начинается. Да, мы говорим, да, вот когда мы говорим про земледельческие культуры, то это европейские, да, вот это, Европа, она вот маленький, как бы, ты посмотрел в окно, там уже другое государство, другая культура, другой язык, другие обряды какие-то, да, Якутия, Россия, это континент. Тут как бы, да, вот, что-то не понравилось, встал, ушел в тайгу. Да, сменил место. Да. Сменил род своей деятельности. Перестал заниматься скотоводством. Так, ладно, хорошо. Мы разобрались в каких-то комментариях, не знаю, разобрались или не разобрались, но посмотрим. Подписывайтесь, кстати, на Айтала в Телеграме. У него есть телеграм-канал. Записки провинциального историка. Да, записки провинциального историка, он там пишет. Можно я скажу, да? Да, вот. Ты вот пишешь всякое разное, да, вот, ты стараешься, там, не залетает, да, например.
а потом какой-то вот, написал, и бомбануло конкретно там, да, 9 тысяч просмотров и прочее, прочее. Я такой утром просыпаюсь, говорю, ничего себе там, да, вот. Всем спасибо пабликам якутским, персонально мне нравится. Нет, у тебя там просто есть определенные такие, провоцирующие людей вещи, и поэтому они так залетают. Ну, в общем, интересный канал на самом деле. Знаете историю? Что провоцирующее? История это, я говорю же, история это как люди интерпретируют факт. Да. Как ты интерпретируешь факт? Кто-то говорит, вот белое, да, например, а кто-то говорит, я бы тут сомневался. Да, вот это вот. Да, смотря какой цвет, под каким цветом она стоит. В общем, подписывайтесь на него, можете некоторые комментарии писать у него в Телеграме, им будет приятно. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо. Это был наш второй выпуск с ответами на вопросы. Пишите комментарии, если эти ответы на вопросы вам понравятся, то мы будем снова снимать эти ответы на вопросы когда-нибудь в будущем. Всем большое спасибо, Айдал, тебе большое спасибо. Да, всем спасибо.